первый день сентября, в День знаний, по всей нашей необъятной родине дети идут в школу. Кто-то с огромным букетом впервые робко переступает порог своей школы. И для всех этот день обозначает начало познания нового, новых встреч и открытий, успехов и достижений. Очень ответственные наши родители, очень целеустремленные и знают, что в этой школе и их детям дадут самое надежное образование. Поэтому они охотно отдают в нашу школу своих детей. В далеком 1951 году, 25 октября, на базе Якутской санаторно-лесной школы была открыта республиканская специальная коррекционная школа-интернат для неслышащих обучающихся. На сегодня в республике это единственное учебное заведение для особенных детей с нарушением слуха. 72-летняя история школы-интерната – это летопись славных дел и имен педагогов, воспитателей, которые стояли у истоков развития образовательного учреждения, и тех, которые сегодня трудятся и отдают тепло своих сердец и душ детям. Мы работаем по федеральным государственным образовательным стандартам для детей с особыми образовательными потребностями. Этот образовательный стандарт, он не разделяет детей на какие-то особенные группы. Мы стараемся дать основу стандарта, то есть основу знаний, как и для всех учащихся всей Российской Федерации. Единственное отличие – мы школа-интернат. Мы единственные в республике в своем роде. К нам приезжают именно дети с такой нозологией. Это дети глухие. В республике мы единственные. И отличие главное наше в том, что дети со всех улусов к нам приезжают и живут здесь, как в своем доме. В уютной и светлой школе живут и учатся 100 детей из 24 улусов республики и города Якутска. Открыто 24 класс-комплекта. Сельшколы – повышение качества образования для детей с нарушением слуха в условиях реализации обновленных стандартов обучения, новых требований к внеурочной деятельности и воспитанию. Здесь детей учат познавать мир, адаптироваться к условиям жизни в обществе, и благодаря методике обучения и воспитания учащиеся получают необходимые навыки и знания. У нас работают действительно специалисты высокого уровня. Год педагога и наставника как раз-таки для наших учителей, которые составляют основу, костяк нашего педагогического коллектива, они как раз и являются наставниками для молодежи. Для тех, которые вот недавно получили дипломы, они их ведут, потому что одно дело иметь диплом сурдопедагога, другое дело практически их реализовать. Потом есть классические, фундаментальные требования к обучению детей, именно глухих детей. Плюс еще у нас имеются в последние годы, медицина развивается, и часть детей у нас есть с кохлеарными имплантами. Это такая пограничная категория детей, которые как бы являются как будто бы слабо слышащими, но контингент подходит для нашей школы, и родители выбирают нашу школу. Обучение в школе-интернат осуществляется по традиционной методике. Педагоги в обучении к языку используют дактильную, устную и письменную формы речи, развивают слуховое восприятие детей, используя звукоусиливающую аппаратуру разных типов. Основой обучения и воспитания является словесная речь, которая формируется в ходе всего учебно-воспитательного процесса. Папа. Слышь? Ага. Слышишь хорошо? Слышишь хорошо? Говори. Я слышу хорошо. Ага. У меня нет дома собаки, нет. У меня тоже нету собаки.
Следует особо подчеркнуть то, что сурдопедагоги, обучая детей с дошкольного возраста до окончания школы, по мнению родителей и общественности, творят чудеса. Даже дети со сложными нарушениями здоровья, попадая в руки опытных профессионалов, сурдопедагогов и сурдопсихологов, начинают развиваться, успешно осваивать программы обучения. Уникальность школы еще и в том, что с 2021 года здесь действует служба ранней помощи. Третий год у нас существует по приказу Министерства образования Республики Саха-Якутия. Мы начинаем так называемое раннее сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. И на базе нашей школы открылась служба ранней помощи для детей с 0 до 3 лет при дошкольной группе. А родители признают эффективность занятий с детьми ясельного возраста. Дошкольная группа создана с целью раннего сопровождения детей с особенностями развития слуха. Выпускники дошкольной группы поступают в первый дополнительный класс с первоначальными звукопроизносительными навыками и словарным запасом, со знанием дактильной азбуки, с математическими представлениями и представлениями об окружающем мире, умеют пользоваться слуховыми аппаратами или кохлеарным имплантом. Службой руководит учитель-дефектолог Анна Викторовна Корнилова. К нам обращаются уже родители, у которых есть с нарушением слуха, которые готовятся к кохлеарной имплантации, да, или после кохлеарной имплантации. Нужна очень именно реабилитация. С помощью реабилитации только можно добиться именно эффективного результата у ребенка. Чтобы он заговорил, научился слушать звуки окружающей нашей жизни. Совместная работа с родителями, работа в комплексе и с медицинскими специалистами, и дефектологами, и родителями. И, конечно, у ребенка будет эффективный результат. Уникальность школы состоит и в том, что педагоги постоянно совершенствуют подходы к организации обучения, внедряя различные инновационные методы. По федеральной программе «Современная школа» в 2020 году наша школа получила звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования. Этой аппаратурой пользуются 3 начальных класса. Рассказать по картине. Давай, Кира. Нет. Вот. Дают. Верно, да, ребята? Да. Верно. Да. Учи, побежали, учи, верно? В начальном звене у нас 10 классов. И в каждом классе работают 3 педагога. Это классный руководитель, учитель индивидуальных занятий и воспитатель. И все они работают в тесной тройке, взаимодействуя и помогая друг другу. И в нашем методическом объединении учителей с высшей категорией 5, а молодых педагогов 4. И опытные учителя помогают молодым в развитии профессиональных умений и навыков, делятся опытом. Они помогают молодым специалистам, делятся опытом. Благодаря наставничеству отмечаем профессиональный рост молодых педагогов. И среди наставников хочется отметить работу Никитиной Агафьи Викторовны. Под ее руководством 4-й год работает молодой специалист Олесова Светлана Афанасьевна. Главная профессия учителя для меня – это же, конечно, обучение детей, чтобы их
хорошо воспитать, также чтобы каждый ребенок стал, так сказать, патриотом своей страны и учебы. Дети сложные, приходят, специфика определенная. Сложно ли работать? Но поначалу было очень сложно. Поначалу было сложно, недопонимания были многие. Также, специфика, как вы понимаете, совсем другая, как в обычных школах, да. И в этом помогла моя наставница Агафья Викторовна. Она сначала вообще, как я пришла, показывала мне уроки, индивидуальные занятия, также рассказывала, как вообще должен быть сформирован урок, вообще, как работать с ребенком. Самая главная награда для учителя – это что для вас? Самая главная награда для учителя, чтобы дети выросли хорошими людьми. Педагогический стаж учителя индивидуальных занятий сурдопедагога Елизаветы Ивановны Васильевой 54 года. Практически вся история становления и развития школы прошла на ее глазах и с ее участием. Елизавета Ивановна уверена, что только любящий свою работу детей педагог может добиться хороших результатов, отдавая себя полностью работе, и лучшая награда – это сияющие глаза детей и гордость родителей за своего ребенка. Я наставник, но это значит, что я не то, что все время учу, я у них тоже учусь, да. Не то, что у них учусь, даже у учеников учусь. Бывают моменты, когда вот автоматически, неосознанно дети тоже что-то подсказывают, и думаешь, вот так, оказывается, надо делать. С радостью я прихожу сюда. Благодарна судьбе, что тут коллектив хороший. Работаю, очень приятно работать с молодыми кадрами. У них потенциал большой. Учиться, учиться и учиться. Все время человек живет и учится. Как говорится, сколько познаешь, столько много того, что и не знаешь. Это тот, кто говорит, много знаю, это значит ничего не знает. Знать, потом еще надо это понимать, вести в практику. И чтобы они всегда, коллектив, да, как я сказала, потенциал большой, чтобы они работали над собой каждодневно. Специфика школы также предполагает обязательную форму наставничества учитель-ученик, которая проводится с момента поступления в школу ученика до получения профессии. Педагоги являются наставниками не только в обучении и воспитании, но и по жизни. О том, что в школе работают профессионалы высшего класса, известно далеко за пределами Якутии, так как благодаря им учащиеся школы добиваются высоких результатов на республиканских, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Так, 29 октября 2022 года школа приняла участие в международном фестивале-конкурсе «Планета искусств» в городе Москва, где школьный театр моды «Чагыл» в номинации «Театр моды» с номером «Агору стали лауреатами первой степени. Ансамбль «Поющие сердца» в номинации «Вокальный ансамбль с патриотической жестовой песней Сахам Сирин Таптыбын» стала лауреатом первой степени, а руководители удостоились специального приза за педагогическое мастерство. В декабре 2022 года в городе Новосибирск состоялся финал Всероссийского межрегионального молодежного инклюзивного фестиваля «Парад талантов» на базе Института социальных технологий Новосибирский государственный технический университет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, по итогам которого танцевальный ансамбль «Татим» был награжден дипломом Всероссийского инклюзивного фестиваля «Парад талантов» в номинации «Лучшая командная работа», а также сертификатом на обучение в школе лидеров инклюзивных творческих инициатив. Безусловно, главная цель – это социализация воспитанников, повышение мотивации к учебе, дать возможность каждому ученику проявить свои творческие способности и получить заслуженное признание. Ведь успех, даже маленький, мотивирует на развитие познавательных способностей. Уже 5-й год школа-интернат для неслышащих обучающихся является активным участником движения «Обилимпикс». В этом году из нашей школы участвовало 17 детей.
А ранее, в 2018 году, у нас участвовала только одна участница была, и каждый год мы увеличивали и компетенции, и детей, захватывая. Ну, мы выбираем компетенции, исходя, подходит она глухим детям или не подходит. И если это мультимедийная журналистика, нам интервью брать трудно. Коммуникация речевая у них затруднена, и получается, если схемы ложим на компетенцию, им легче. И нам это понятно, и нам это очень понравилось с 2018 года. И главным экспертом я стала в 2019 году, и начала уже задание сама разрабатывать, исходя из материалов, исходя из возможностей ребенка, и поэтому, учитывая каждое пожелание свое, ну, как в этом году занимался ребенок, и вот трудные задания беру, легкие задания, время есть на подготовку, нет подготовки. Учитывая еще, когда слабовидящий ребенок подъедет ко мне, да, и надо будет эту схему адаптировать под слабовидящего ребенка. Если есть ребенок немножко ЗПР, из школы сирот, тогда уже трудные задания я не беру, как главный эксперт этой компетенции. Я как классный руководитель начала своих детей с 2018 года уже активно агитировать, чтобы они участвовали, так как это профориентационная площадка. Это чемпионат полностью, он создан еще в Японии как профориентационная площадка для детей. Постараемся открыть визаж для школьников, но есть желание, конечно. Я хотела бы вообще, чтобы открылось парикмахерское искусство, так как глухие дети тоже могут парикмахерами быть. Предпрофильная и профессиональная подготовка учащихся – еще одно направление работы школы, реализующей программы двух рабочих специальностей – повара и наладчика компьютерных сетей. Осенью 2019 года школа-интернат получила лицензию на профессиональное обучение. Профессиональное обучение проводится на ступени среднего общего образования среди учащихся 11-12 классов в течение 2 лет. Также достигнута договоренность с Жатайским медицинским колледжем, и у ребят появилась возможность освоить профессию массажиста. В результате обучения школьники одновременно с аттестатом о среднем общем образовании получают свидетельство о присвоении рабочей квалификации. Как классный руководитель, как наставники своих учеников, мы очень обеспокоены будущей самореализацией и трудоустройством. Поэтому решили создать проект, называется «От идеи к делу», где мы обучаем детей основам предпринимательства, идти в ногу со временем и не бояться трудностей. И у нас проект длится в 3 этапа. Первый этап – это, получается, сейчас, который проходит с марта по май, где мы обучаем основам маркетинга. Называется SMM-продвижение, и где мы обучаем видеоконтенту, фотоконтенту и так далее. Второй этап у нас самый основной, главный, где мы будем составлять бизнес-проекты, обучать финансовой и юридической грамотности. И третий этап – это завершающий, где мы подводим итоги и анализируем. Одним из новшеств этого учебного года стало введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Советники директора по воспитанию реализуют новую философию воспитания через пилотный проект «Навигаторы детства» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В течение учебного года советниками директора были проведены дни единых действий, организовано участие в различных акциях. В феврале 2023 года учащиеся в рамках месячника патриотического воспитания побывали в городах Волгоград и Москва. Поездка была организована в целях социально-культурной реабилитации детей-инвалидов по слуху, воспитания чувства патриотизма и приобщения к историческим ценностям Отечества по инициативе группы учителей под руководством заместителя директора по воспитательной работе Ивана Николаевича Сухардинова. В этом году, да, и до этого тоже мы большое внимание обращали. У нас концепция, у некоторых педагогов, у большинства педагогов, воспитателей патриотическому воспитанию уделяют очень большое внимание. И раньше, например, был конкурс «Мамонт», республиканский конкурс, да, и в этом году мы решили, как бы, раньше шла только подготовка, как бы, да, а с этого года у нас патриотический кружок есть, называется «Патриот». Ведет Алексей Владислав Николаевич. Также у нас есть спортивный клуб, хорошо возобновил работу музей, школьный музей, да,
Поэтому патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Наши дети увидели в парк «Патриот» Одинцово, где была представлена свыше 200 разнообразной техники. Да? Это машины военные, танки, самолеты и так далее. И это было для наших детей очень интересно. Конечно же, посетили все достопримечательности Москвы, постарались. Это ВДНХ, это Красная площадь. Потом мы поехали в город-герой Волгоград. Конечно, мы начали нашу экскурсию с Мамаева курганом. Да, Родина-мать зовет, такой монументальный 85-метровый монумент, да, главный символ нашей Великой Победы, мы это увидели. Теперь у учащихся школы появилась еще одна возможность улучшать здоровье и повышать самооценку. Впервые в истории школы клуб «Патриот» стал победителем на республиканском военно-патриотическом соревновании среди коррекционных школ «Мамонт». Конечно, успех любого образовательного учреждения зависит также от условий, которые создает учебно-вспомогательный, технический персонал, специалисты, от уровня профессиональной квалификации которых зависит не только бесперебойная работа учреждения с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов в теплых и уютных помещениях интерната. В интернате у нас проживает 70 детей, 35 детей в старшем звене и 35 в младшем звене. Но они адаптируются, младшие адаптируются медленно, а старшие наши, у них это второй дом, как бы, да, и они даже не хотят уходить в воскресенье или в праздничные дни домой. Они здесь общаются, они тоже друг другу помогают. Мы, воспитатели, тоже являемся наставниками наших воспитанников. И если даже после окончания школы они уходят, мы интересуемся их судьбой, учебой и устройством жизни. И мне бы хотелось пожелать своим коллегам тесного сотрудничества, педагогам и наставникам республики успешной работы. Ребята, сегодня мы с вами будем обсуждать. Вы совет старшеклассников, и, к сожалению, многие из вас выпускаются со школы. В следующем году будет новый совет. Сегодня мы с вами должны решить, кто войдет в новый совет. Подумайте, какие идеи. Сами выбирайте, поговорите. Может? Министр спорта. Министр спорта. Можно. Тогда плюс ставим. Плюс. Министр спорта. Плюс. Мне больше всего нравится общение с моими друзьями. Тут очень весело. Мне очень нравится учиться, потому что я много узнаю. И у меня планы на будущее есть поступить куда-то. И я понимаю, что мне надо учиться. Я хочу большую благодарность сказать за помощь, за то, что обучали нас, детей. Мне стало легко по жизни идти. Я чувствую, что у меня все будет хорошо в жизни. Я хочу сказать всем учителям: будьте здоровы, не грустите, и все будет хорошо. Большое спасибо учителям и воспитателям. Особая благодарность педагогам школы, которые проявляют не только профессионализм, но и чуткость, искреннюю заботу и поддержку каждому ребенку. Самая главная награда – это уверенность, что все ученики готовы к новым вызовам и к новым достижениям. Всем дружным коллективом достигнут еще один рубеж. Дополнена еще одна богатая достижениями страница в 72-летней истории школы.